Друзья, всем привет! Ну что, на календаре конец апреля. Река в самом пике, половодье. Местами вышла из берегов. И по традиции, ребят, на майские праздники я уезжаю на остров. Так сказать, весновка, ребята. У многих рыбаков, охотников, они как раз открытие охоты, рыбалка на сети.
стреляют утку. Ну а я, ребят, просто балдеем, просто отдыхаем. Хотя тоже есть рыбалка, ставим сетюшку. Сетюшка, ребята, у меня зарегистрирована. Немножко ловим рыбы. Там на острове у нас есть небольшой балаган, хотя мы его не строили, но я его стараюсь поддерживать. Коптильни завез туда, сковородки. В общем, заезжаем и живем, и балдеем. Природа оживает, птицы, рядом косачиный ток. Очень круто, ребят, проводим время. Такие дела. Вот приехал в гараж, ребят, немножко сборы. Привез какие-то вещи новые. Привез топливо. В общем, занимаюсь, ребят, подготовкой. И через пару дней будем выезжать. В данный момент рыбалки никакой, хотя, ребят, я зацепил пару рыбалок с ночевкой. Кто смотрел, тот видел. В первый раз мне вообще повезло, воды практически не было. Потом вода пошла на прибовую. Успел зацепить один поворот. Ну, вчера, ребят, ездил на реку, и я смотрю, что вода вообще, ребят, просто поднялась, и сейчас с донками просто не встать. Ну и, значит, выезжаем на Весновку. Гараж, ребята, приехал, поставил тут березовый сок. Обычно ходил туда в лес. Здесь у меня сразу, ребят, идет лес, а 300 метров как раз речка. И вот там есть пару берез больших, я обычно там ставлю. А тут смотрю, у меня березки-то свои подросли. Они уже большие. Ну, не особо такие прям огромные, чтобы прям мощно там брать сок. Да и не к чему. Мы особо как бы его не заготавливаем, бочками там не консервируем, как многие это делают. Кто-то даже готовит самогон на березовом соке. А я так чисто полторашечку соберем, попьем. Будет тоже приятно. Вот. Задача сегодня, ребят, пробраться на этот остров, посмотреть заход, так как туда никак не попасть, если воды не будет. Река должна выйти из берегов, затопить пойму, и через кусты, возможно, туда можно будет заехать. Такие дела. Вот сегодня, ребят, хочу этим заняться. Ну и с вами проведем денечек, так сказать. Так что давайте начнем. Садимся поудобней, наливаем чаечек, кофеечек. Так, погнали. Ребят, кормили строю. Буквально на днях, ребят, пригнал его с города. Всю зиму он стоял у меня в городе. По осени у меня обломил вал кикстартера. Ну, думаю, к зиме он ни к чему. А вот весной начали мудрить, смотреть. В концове, ребята, вот этот вал мы не нашли. Искали везде, на всех сайтах. В Питере, в Ярославле, в Оконцове стоял какой-то непонятный двигатель, который уже не производят. Валов очень много, по маркировке не найти. И, в общем, решили, ребята, внедрить сюда новый двигатель. Поставили новый движок Альфа 125 кубов. Ну, сюда немножко он, ребят, не залазил. И тут произведена огромная работа. Сюда его внедряли, так скажем. По базе он подошел, но здесь уже стоит, ребята, у меня аккумулятор. Сейчас уже не надо его дыркать. Сейчас провели проводку. Варили вот такие моменты, потому что здесь лапка уже выходит. В баке, ребят, делали вот такую дыру, чтобы карбюратор залез. В общем, ну и как бы обслужили полностью проводку, релюшки. Сейчас, ребята, работает как часы. Все четко, все хорошо. Протянули тормоза. В общем, красота. Здесь, ребят, нет сцепления. Здесь полунезависимая коробка, так скажем, полуавтомат. Вот. Теперь заводится, ребят, у меня вот так. Чик. И вот кнопочка. Владимир тут немножко поработал. Владимир, красавчик, спасибо тебе огромное за работу. Вот. Все работает, ребята. Фара, ближний свет, дальний свет, тормоза. Красота. Это мотовездеход, ребят, от Тафалара. Сейчас такие уже не выпускают. Ну, очень, на мой взгляд, хорошая вещь в плане деревни, в
плане вот за грибами куда-то, что-то еще, я просто доволен. Ну и в общем лошадка будет жить, ребята. Да, немножко потратились, ну, ребят, для меня техника прям на ура. Езжу за грибами, езжу на рыбалку, так как у меня здесь стоит фаркоп и у меня есть прицеп с колесами. Туда спокойно влазят палатка, печка, раскладушки, и я могу спокойно выезжать на рыбалку. Ну, в общем, для деревни, ребят, самое то. Права здесь не нужны, но по дорогам общего пользования ездить нельзя, по идее. А так, ребят, в деревне вот самое то. Очень мне нравится. Жрет мало, справится с управлением даже ребенок, потому что, я еще раз повторяю, нет никакого сцепления. В лесу прям четко. Огромные колеса, стоят оковские диски и покрышки от квадроцикла, не знаю какого диаметра. В общем, по песку, блин, держит себя вообще на ура. Вот такие дела, ребята. Так что тачка с новым сердцем, сейчас на обкатке. Сильно пока не даю жару. Ну, все отлично. Все хорошо. Это экспедиционная канистра. Это не бак, ребят. Бак вот здесь у нас. Еще раз говорю, сцепления никого нету. Тормоза задние и передние. Панелька. В общем, все круто. Так, ну что, одеваюсь потеплее. На реке холодно, ребят. На самом деле ночью минуса стоят. Днем так что-то плюс 5, плюс 6. Впереди обещают даже снег сегодня вечером. Одеваюсь потеплее, ребят. Что, едем на станцию. Лодка у нас стоит. Лодку я заправил. Попробуем прорваться на остров. Поехали. Да, водичка, ребят, так. Нормально. Поднялась. Не особо критично, конечно. Были паводки посерьезнее, ребят. Ну, и так пойдет. Потому что бывало даже еще меньше. И вот надо не упустить момент, ребята. Если вода позволит пройти, будет хорошо. Ну а потом считанные дни, и потом туда просто не заехать. Так что такие дела. Ладно, что, прокатимся. Посмотрим обстановку, так скажем.
Опять какие-то палки, короче, тут намыло. Опа. Да, течение такое нифиговое. Все, ребята, кайф. Кайфы. Все, я на озере. Вот тут в одном месте она сближается близко с рекой, и как бы есть возможность пройти. Но вот я говорю, ребят, пик воды. И так каждый год. Если чуть-чуть меньше будет, там все уже, там уже сядешь. Протаскиваться можно, конечно, но там кусты не очень удобно. И в прошлый раз писали, что типа не прорубишь, там не сделаешь нормальный заезд. А зачем, ребята, лишние глаза? Здесь многие не знают, как сюда заехать. У каждого свои точки, как говорится. Вот ночью был заморозок, ребят, стоит лед. Местами стоит лед. Че, съездим на балаган, посмотрим, в каком состоянии. Да и вообще в этом духе. Ледик ночью покрыло. Минуса. Вот так вот, ребята. Заморозки до 5-6 градусов мороза. Сегодня где-то градусов 6 было. Вот, пожалуйста, лед. Ну, днем он сейчас растает, а ночью опять. Блин, хорошо подмерзло-то.
Есть, ребята. Ну вот, крыша моя живая. Это мы делали с Серегой. Я как-то зимой завозил вот эти досочки, баннер. И вот так обтянули. Вот. А потом ребята с деревни приезжали, сделали, скопали новую скамейку, стол и привезли диван, ребят, на каракате. Вот это круто. Это вообще четко, блин. Молодцы. Ну, понятно, небольшой мусор. Такой не критичный, конечно. Изолон. А еще тоже я привозил посуду вот эту одноразовую, не помню. Что-то как-то. Коптильня моя живая. Короче, нормально. Дров тут, ребята, вагон и маленькая тележка. Тут был ураган и очень много попадало. Раньше тут проблема с дровами была. А так, вот лежит. Там валяется, тут валялось, мы пилили. Вот еще кусок пилить и пилить можно. Короче, все нормально. Вот этот пятак, ребята, сейчас в данный момент он затопленный. Почему я называю его островом? Потому что вот там вода полем, там канавая вода, тут вода. Ну а здесь само озеро, соответственно. Такие дела. Блин, местами лед, ребята. Лед такой, миллиметров 5 даже, я бы сказал, даже не корка. Это за сегодня так подмерзло, офигеть. Ну вот где вот тень, как бы солнце не попадает. Вот так вот, блин. На резинки тут не походишь. Ну и сетки тоже поставить не поставишь, потому что, блин, ну вот так замерзнет. И потом, что делать? Не знаю. Ну впереди вроде как потепление будет. Я думаю, нормально будет. Вода хорошая. Все, огонь. Да.
добрался до дому. Ну все, четко. Все хорошо. Будем заезжать. Сегодня вечером дождь со снегом. И что-то решил, ребята, заняться рыбкой. Сейчас перебираем морозильнички. Туда-сюда. И, в общем, гонял, ребят, к парням на море. В Архангельск, на Белое море. Отлично порыбачил. Пацанам всем привет. Андрюхе, Саныч, Италей. Всем, братва, всем привет. Короче, решил, ребят, я попробовать закоптить навагу. Я у парней спрашивал, что вот именно вы делаете с нее. Ну, говорит, в основном только жарим. Уха с нее плохая. Ну, в принципе-то и все. Я говорю, а вот что коптить, не коптить? Вот говорят, что не пробовали. Я ни разу не пробовал, ребят. Рыбу коптил все, а вот навагу нет. Очень крутая, вкусная рыба жареная. Семейство тресковых. Вот. Налима я коптил, мне понравилось, так что почему бы нет. Подкоптим, так ее будет варено-копченая навашка. Вот. Почему, думаю, бы и нет. Давайте попробуем. Вот. Еще знаю, что вялят ее. Вот. Тоже, говорит, хорошо залетает к пиву. Короче. Так, друзья, ну что, вот наша рыбейка. Достали с морозилки. Она у нас чищенная. Без кишков, без головы. Но все равно надо ее помыть. Помыть немножко надо. Так что сейчас мы, ребят, ее помоем. Немножко. Вот эту пленочки вот эти поубираем. Чуть-чуть, ребят, так. В аккурат, как говорится. Навашку помоем. Сейчас как раз ветрено, ребят, и разложу я ее. Немножко подсохнет на ветру, чтобы не сильно сырая была. Вот какие хвосты попадались. Вот это уже шикарный размер. Но самое интересное, ребят, чем меньше, тем вкуснее. Вот такая навашка, она очень вкусная. Вот, смотрите, какой размерчик. Шикарный размерчик. Я думаю, будет вкусно. Почему бы нет? Вот такая желтая попадалась. Так что я попробую. Я рыбу всю коптил, ребят. Щука, лещ, ясь, окуня. Конечно, окуня это самый цимус. Судаки мне очень копченые нравятся. Ну, когда вот езжу, привожу, нет-нет, с рыбалок, то очень мне нравится. Так, ребят, немножко. Вот такая, видите, небольшая грязь. Сейчас на ветру тут она нормально. Быстренько. Коптилка у меня большая. Будет отлично. Немножко повялится. Но я еще раз говорю, ребят, это не копченая будет, это варено-копченая. Если вы хотите копченую рыбу, то вам ее надо на пару дней повесить, повялить. Так. Первая партия есть. Погнали. Вторую партию. Вот это небольшая, размерчики. Это наверх будем ложить
покрупнее вниз, потолще наверх. Полазил по гаражам, блин. Сезон, ребят, коптильный, мангальный только начинается. Стружки нету. Съездил в магазин, тут у нас есть в деревне. Тоже нету. А ладно. Здесь, когда гараж строили, черемуха стоит, немножко мешала. Вот уронили здесь. Вот на черемухе, ребят, сделаю. Ничего страшного. Коптить, в принципе, можно на чем угодно. Там, я не знаю, на вишне, на ольхе, на смородине, на яблоне, на черемухе. Все вкусно получается. Ну, сейчас возьму немножко. Да и пойдет. О, ребят, рыбка немножко подвялилась. Сверху такая суховатенькая. Ну, снизу понятно. Но нам такого эффекта не надо. Нам такого эффекта не надо. Так, замаринуем. Перчик. Понятное дело, солюшка. И сахар, ребят, добавляю. В принципе, больше ничего не надо. Все. Вот так вот. Все. Пускай отдыхает, ребята, 15 минут.
Ну что, черемуху на черемухе бахнем. А так много не надо. Вот, ставим поддон. Я его постоянно чищу, блин. А так, по идее, ребят, фольгу стелят люди, кто занимается. И все, вот этот жир на фольгу капает. Фольгу просто отдираешь. И все. Так, ладно, закладочка. Крупненькие вниз. Вот так вот. Что поменьше, наверх. На большом огне не буду коптить. Дождусь прям практически угли. И будем на углях все это дело делать. Я думаю, будет вкусно. Я думаю, будет, ребята, вкусно. Опа. Так, ребят, сейчас еще немножко на ветру постоит. Угли дойдут и поставим. Прям, не знаю, буквально 15, ну, 20 минут я ее подержу. Все, и хорош. Вот такие дела. Минут, ребят, прошло, не забывайте сравнивать. Ну, вот этот самый мощный дым я обычно сравниваю. Ну, отлично, отлично. Можно даже раза два, когда рыбка умеренно получается. Не так уж горчить будет. Так, ребят, немного накапало. Плохо, конечно. Ну, там надо капельницы ставить, получше будет дело. Давайте, ваше здоровье. Сладковатый. То, что нужно. Класс. Ну и все, ребят, хватит. Опа. Опа. Ух. Песня. Песня, песня, песня. Вот так вот. Сюда ходи. Красота, ребята. Одним словом. Что, попробуем? Ну, я вот копченую рыбу, ребята, люблю, когда она вот немножко вот постоит, так скажем. Вообще люблю ее на следующий день кушать. Она мне больше нравится. Прям вот в холодильник ее ставишь и вот потом пробуешь.
Красота. Так. Маленькую попробуем. Косточек нету, ребята. Она сама по себе сладкая. И вот копченый вкус сейчас. Ну, коты пришли. Иди сюда, на. Сиамский пришел, соседский. На, ешь. О, какой, ребята. Постоянно здесь у меня пасется. На, косточку ешь. В лесу, ребят, очень вкусно. На самом деле. Я думаю, того стоит. Красота. Во. Так, ну что, будем прощаться. Ребят, дорога есть, в Весновке быть. За Весновку. Сладенький. Коты, ты рыбы хочешь, да, бродяга? Ты рыбы хочешь? Коты. Кишкоблудина.